хороших художников очень много. Просто художников еще больше. Людей рисующих несметное количество. Но вот таких болтунов, как я, наверное, мало все-таки. Вот это я могу, любитель я поговорить. Но я бы не смог говорить, если бы я не читал, если бы я не рисовал. Наверное, все это одно с другим связано. Лев Алимов – личность всемирно известная. Для небольшого Бреста он как Сириус, ярчайшая звезда ночного неба. Почетный академик Российской академии художеств и человек мира. Он включен в энциклопедический сборник «5000 личностей мира», назван человеком года в искусстве по версии Международного библиографического центра Кембриджского центра. Обладатель ряда престижных премий. Он уважен на всех уровнях и в Беларуси. Обладатель медали Франциска Скорины и гордого звания «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь». Я его не ощущаю как я. Я даже шучу, застуженный. Я простудился, застуженный деятель. То, что произошло в прошлом году, оно было очень неожиданно. Если бы я мог встать, я бы показал отказное заявление по поводу выдвижения меня на заслуженного деятеля искусства. И я искренне сказал, что я недостоин этого. Есть более достойные люди, но не в Бресте. Лев Алимов – всемирно известный мастер афорта, уникальной и в то же время крайне сложной графической техники. Ей владеет в совершенстве. Сложно сыскать равных, но при всех своих регалиях и званиях, при всех дипломах и признаниях скромно называет себя человеком средней руки. Хотелось бы быть виртуозом. Некоторые моменты у меня получаются, некоторые. Но в целом нет, наверное. Из виртуозов я бы назвал, конечно. Не виртуозом, а великими мастерами. Это Рембрандт, Дюрер. Из современных художников Душан Каллей, Альбин Бруновский. Из белорусов виртуоз Паша Татарников, иллюстратор. Удивительно внимательный к деталям. Он называет афорт многотрудным процессом. Ведь это искусство, требующее ювелирной точности. Виртуозность линии обязательно должна. Система линий и точек, как это делал Дюрер. Аккуратность, тщательная проработка деталей. Это по моим понятиям. К сожалению, она настолько трудоемко, уже трудоемко, говорю, получается, что молодые художники отказываются от афорта, и он напоминает антикварный труд антиквара. Это уходящий, наверное, все-таки вид искусства, потому что он очень сложный и не дает такого материального эффекта, как и другие виды искусства. Но зато на гравюре размером в тетрадный листок можно занести столько эстетических кодов, сколько не будет на огромном холсте живописном. Афорт – это графика глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм путем травления металлокислотами. Техника древняя, известна с начала XVI века. Афорт, в моем понимании, дело неспешное, дело очень точное. Мне даже один художник в Москве сказал: Лева, чем ты хорош, ты очень точный в афорте. Наверное, это хорошее качество. А так, я обычный. Молодые художники лучше в Минске работают, студенты. Я обалдеваю просто. Мастер говорит, гравюра – это как в акробатике. Идешь по натянутому канату. Если на холсте можно исправить металлик, каждая ошибка в штрихе рискует обернуться неудачей. Поэтому искусство афорта – это искусство точности и требовательности. Прежде всего, к самому себе. Работы Алимова сегодня экспонируются в десятках музеев мира, в том числе в Третьяковской галерее, и хранятся в частных коллекциях всего мира. Третьяковка, конечно, это бренд, но последнее для меня очень большое событие – это кабинет гравюры и рисунка Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. У меня туда 5 работ попало. Вот это мне удача большая. Это уровень Эрмитажа, уровень Британского музея и уровень Лувра. Кабинет гравюры и рисунка насчитывает более 350 тысяч гравюр, начиная с 15 века. Представляете, в какую я компанию попал? Страшно подумать.
Он постоянно участвует в различных международных проектах и как автор, и как почетный гость, и как член жюри. Признается, всякое бывало. Приходилось на конкурсах в свое время сталкиваться с откровенной несправедливостью. Меня тоже рубили. Ну и что? Меня зарубили в Кочи, в Японии на конкурсе. Ну, единственное, что я горжусь тем, что они написали, что размеры у вас не те. У них размеры до 2 метров гравюра может быть, а у меня вот такие. Один раз плакат у меня есть «А зори здесь тихие», он в музее находится. Одному человеку в Минске не понравилось имя-отчество мое. Когда не понравилось имя-отчество, другой человек сказал: а ведь ты сам Владимир Яковлевич. И он утих. Но плакат сняли. Вот. Я и не обижаюсь. Рожденный в маске лучше афорт-мастера. Наиболее известный и самый знаковый. Он уже разлетелся по всему миру. За этот автопортрет Кембриджский центр в свое время назвал Алимова «Человеком года в искусстве». Сделанный в 1991 году, афорт постоянно переделывается. У художника насчет масок своя философия. Ведь мы все в масках. Лицо – это и есть маска наша. Просто мимикрия лица может меняться в зависимости от обстоятельств. Маска спадает с человека, когда он жизнь проживает. И это не унижение, не оскорбление человека как такового, а я подчеркиваю то, что человек настолько разнообразен, что иногда нужно одевать и маску. Не всегда нужно быть открытым перед каждым человеком. Конечно, я открыт перед каждым, но не каждый использует меня так, как мне хотелось бы. Он любит гулять по Советской. Но не потому, что это самая красивая, главная пешеходная улица Бреста. Вот в этом маленьком домике, который чудом уцелел на 16 квадратных метрах, жила когда-то большая семья Алимовых – 6 человек. Чем старше становлюсь, тем я чужой становлюсь. Моих же нету сверстников-то. Иногда меня пугает то, что я стал последним бронтозавром улицы Советской. Я же вырос на Советской и прожил всю жизнь. И это настолько ощутимо и физически, и глубинно, что мои друзья-то уходят. Он признателен жизни, ведь особенно повезло на город, в котором родился, на место, где учился, на встречи с хорошими людьми. Я этими своими знакомствами не пользуюсь, потому что они не специальные знакомства. У меня есть знакомые были. Вот мы приехали в Брест. Надо обзаводиться нужными друзьями. А разве друзья могут быть нужными или ненужными? Друзей ведь не выбирают, оно все спонтанно получается, понимаете? Поэтому я вот очень рад, что мне по жизни вот такие вот, как Витя Апухтин из Ташкента, как Сережа Цыгаль из Москвы, как Володя Насеткин, как в Минске мои ребята, и Савич, и Славук, и Рома Сусов, и Юра Яковенко, и брестские ребята. Я так рад, что вот они у меня есть. А вот в этом одноэтажном домике на пересечении улиц Гоголя и Ленина была его первая мастерская. На маленьком чердачке, без воды, без отопления, он работал под проломленным потолком с буржуйкой посреди мастерской. Потолок 1,90 м или 2 метра всего. И вот такое узенькое окошечко. Но я все равно был счастлив. У меня есть мастерская. Кладу загрунтованную доску, начинают топить буржуйку, 10 градусов тепла, мне хватит. Я вот в этой дубленке сижу и делаю афорт. Как это я с 5 до 8 часов вечера каждый день. В 8 я домой иду. Суббота, воскресенье мои. Вот так я там работал с 1979 по 1987 год. Я считаю, что очень хороший год. Я и плакаты делал там на углу Гоголя и Ленина в этой халабуде. И успешно 2 премии, 3 премии я получил там. 4! Сейчас его мастерская на чердаке одной брестской многоэтажки с прекрасным видом на набережную, на Муховец. С легкой руки Коли Селищука я приобрел афортный станок и сам постепенно начал осваивать то, что я и не знал, и забыл уже все. И когда Селищук приезжал, говорю: посмотри, что я делаю, покажи, как. Он говорит: Алимов, если я покажу как, это будет не Алимов, а Селищук. А нужно, чтобы Алимов был. Ну, правильно он сказал, понимаете. Я вот этим
тяжелым путем уже в 30. Мне уже 32 года было. Это уже возраст. Уже заканчивать пора. Я еще и не начинал. Но на это были свои причины. Тем не менее, признается, ни секунды не жалеет, что все сложилось именно так. Есть два пути. Один, мне человек говорил, знаешь, главное ввязаться. Ты рисуй, а там видно, что получится. Но я иду осознанным путем. То есть я ставлю задачу и стараюсь выполнить ее. Это, наверное, гораздо труднее и скучно это, конечно. Но зато, когда хоть 1/20 того, что ты задумал, получается, тогда ты получаешь глубокое удовлетворение большое. Поэтому я выбираю такой путь. Но художником невозможно стать за один день. Творческий путь одаренного человека, как правило, начинается в детстве, когда и проявляется талант, когда способности замечают взрослые. Талант Льва Борисовича не заметил никто. Он сам его раскрыл в себе. Вспоминает, что двор их дома примыкал к художественной мастерской. И я мальчишкой видел, как дядя Сережа и дядя Павлик вытаскивали щит рекламный. Будьте осторожны при переходе железной дороги. Там пионер с рыбками идет, и тут паровоз на них несется. И тюбики с красками. Мне так эти нравились, запах, все это. Может, от этого началось. А потом уже в год открытия памятника вождю мирового пролетариата на площади одноименной Ленина мы с моим соседом гуляли по улице Ленина, а смотрим, памятник Ленину пишет 2 мальчика. Да так, ловко, акварельным краской. Водой что-то льют, и все получается. Я набрался смелости, спрашиваю, ребята, а где вы сами? Нет, говорит, вот Дом пионеров. Я сразу же пошел туда и записался в кружок рисования к Михаилу Сергеевичу Толмачеву, к незабвенному, легендарному и всеми горячо любимому педагогу. Потом он в БИСИ преподавал. Вот так началось мое рисование. Отец не препятствовал, мать тоже. Все свободное время отдавал рисованию. А когда мне исполнилось 15 лет, я записался уже во взрослую студию при областном доме народного творчества к члену Союза художников СССР Петру Алексеевичу Данелли. И выходных дней у меня не было вообще. Когда понял, что рисунок – его жизнь, решил поступать в Московское художественное училище памяти 1905 года. Хотя знающие отговаривали, мол, сумасшедший конкурс, однако бесшабашна и храбра юность, и в этом ее прелесть. Но поскольку я первый раз поступал, как положено, я не прошел по конкурсу. Второй раз я поступил, а конкурс был 35 человек на место. Это уже после отсева, после просмотра. Вот такой я счастливый человек. Рассказывает, учиться на художника театра было несложно. Сложно было не опаздывать на занятия. Как-никак Москва – огромный город. Учиться было крайне интересно. Чего стоил один только преподавательский состав. Преподавали легендарные просто педагоги. Татьяна Борисовна Серебрякова, дочь известной художницы Серебряковой. Серебрякова, в свою очередь, родственница была Бенуа, Илансере Бенуа, художник театральный. Он был главный художник театра Ла Скала. Татьяна Ильинична Сильвинская, высокая, красивая женщина. Художник-постановщик, по сей день театральный. Отец у нее известный советский поэт Илья Сильвинский. Может, вы помните, Муслим Магомаев пел «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки». Вот это ее отец написал. За одной скамьей сидел с детьми известных родителей, с сыном известного гитариста Крамского и даже с родственницей Ленина. Все-таки лучше всего учиться в очень большом городе. Нет гарантии, что он только хорошему научит. Да и никто ее не давал. Он и плохому научил, конечно, меня. Он с ностальгией вспоминает эту голодную, но счастливую жизнь. Главные выставки своей жизни – приобщение к высочайшей культуре. Смотрим живьем Леонардо да Винчи. Ну, как это так? Вот везет, понимаете. Нужно в Питер съездить. По студенческому билету 50%, пожалуйста, Мадонну Бенуа посмотрите. Все, что хочешь было. Вот, это эстетическое воспитание и привилась высокая культура, наверное, в большом городе. Доступнее все это. Хотя это от тебя еще тоже много зависит. Ты выбираешь, что тебе нравится. В это время он осознает, что такое настоящее искусство. Оно глубоко и бесконечно, как космос.
Настоящее искусство старению не подвергается. А почему не подвергается? Потому что настоящее искусство выражает вечные ценности. Настоящее искусство, оно лечит душу, помогает человеку жить. И поэтому не каждый может взять кисть и перо в руки, потому что можно разрушить человеческую душу. Тяга вот к настоящему искусству всегда манила его большой город. Даже спустя годы, живя в Бресте, не мог пропустить ни одного знакового вернисажа. Я в Москву по 2 раза в год ездил раньше. Это как дом родной для меня. На выставке. Как только по телевидению, по центральному показывает Бестужева, корреспондент. Сегодня в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» открылась всесоюзная выставка живописи и графики. Я смотрю на Ольгу Анатольевну, иду, беру билет Брест, Москва на Пражский, 16 рублей. В 21:30 я сажусь здесь, а утром я в Москве уже. Хотя сам не стремится делать выставки, для него главное – творить. Уже в студенческие годы преподаватели понимали, что из Алимова будет толк. Вот мы входим в училище, у нас длинный коридор. На коридоре там рамы с академическими рисунками, там записки всякие сумасшедшего жанра. И стоит директор училища. Так, Алимов, Савельев, вы опоздали ровно на 30 минут. Знаете что, ребята? Рисунок у вас, вы рисуете прилично. Идите во двор, жесть погрузить нужно. Это такое наказание было. На 2-м курсе училища забрали в армию в Подмосковье. Противовоздушная оборона. 3 года отдал родине и вернулся в родные пенаты. А на 1-м курсе в 1963 году в Москве на выставке достижений народного хозяйства открылась выставка «Американская графика». От афорта до каталога. Все виды графики, прикладная, и афорты, и линогравюры, все. И мы, конечно, поперли туда. И вдруг я увидел магнитофон Pioneer, пионер. И на нем идут записи такой музыки, которую я никогда и не слышал. Модерн джаз-квартет под управлением Джона Льюиса. Это направление называлось cool jazz, прохладный джаз. И вот под эту музыку я смотрел, как работают художники, как женщина вот на таком станке печатает афорт. И это мне настолько понравилось. В этот момент захотел стать графиком. К тому же в училище как раз открылось отделение промышленной графики и рекламы, куда и попросил его перевести. Учился хорошо. Диплом защитил с похвалой. Направляли вообще-то меня очень далеко от Москвы за мое безобразное поведение. Город Искитим, на радиозавод упаковки делать. Я, конечно, не поехал и 2 года жил в Москве без прописки. Притяжение Москвы очень сильно. Наверное, сильнее, чем Земля Луну притягивает. Очень тяжело было уехать. В Москве ничего не нажил за это время, поэтому в 1973 году возвращается в Брест. Если бы я был умнее или прагматичнее, как мы, конечно, я в Москве бы остался, женился бы на москвичке. Знаете, как бывает. Но я человек непрактичный. Я взял жену такую, которая вот мне нужна была, а не прописка. Тяжеловато было. На работу устроиться невозможно было вообще. Кроме мастерских художественного фонда Союза. Но для того, чтобы прийти в мастерские художественного фонда, нужно попроситься было. И как один человек сказал, ты постучись к нам. А я ногой никогда дверь не вышибал, но и стучаться не любил, когда мне так говорили, ты постучись. И поэтому до 1987 года, то есть 17 лет, я работал где попало, как попало. Долгое время работал художником-оформителем на должности маляра стройгруппы. Позже делал витрины в облпотребсоюзе. И больше всего мне понравился Столинский район. Ух, первозданность какая там, какие там ульи, как у язычников, а какие люди там обалдевающие просто. Наносим эти бесполезную рекламу, эту глупую какую-то там кондитерские вырабы, там, в деревне кондитерские вырабы. 5 избушек стоит. Подходят 2 старушки, а у меня борода была еще черная. И одна старушка говорит так громко, чтобы я слушать. Слухай, Ганна, мусова бути то батюшка? Та ні, який то батюшка. Мусово бути який-то жид. І я говорю, ну сколько ж мене можна жидом називати? Русский я. Що, ви русский, да? Ну то звиняйте нас, дядьку. Вот это
мова белорусская чистейшая, мешанная. Да она милее мне любой литературной, потому что это мое, это родное слово. Вот я ее с детства слышал. Вспоминает, как одна из этих женщин пригласила их молока испить. Я бы не сказал, что нищета. Пустота в квартире. Иконы, сухие травы на веревочках, лавка деревенская, кроватка аккуратная, узоры белорусские, вот это вот рушники. Такая красота. И 2 звезды на торце дома. Красные. А она стоит і так вона каже, вже чоловіком мою вбили, і дядькове. И плачет, а слез нету. А руки вот такие вот, жилы у нее. Вот где соль земли-то, вот там. Вот где они самые профессора, доктора наук и нобелевские лауреаты крестьяне на земле. Это такие знатоки. Это такое гостеприимство открытое. Может, на последнее молоко свое дала. Иногда судьба весьма коварно раскладывает свои карты. Уже через 15 лет уезжает в Штаты. Организовывает там 2 персональные выставки и, мало того, получает предложение поработать. 2 раза я в Америке был, мог остаться там. 2 раза мог остаться. Причем не полы мыть. Зачем мне полы мыть? Ассистентом профессора в университете Дрейк. 2 раз мог работать, как говорят, дизайнером, художником в газете, иллюстратором. Значит, так по-белорусски нам на канаваном не было. А раз так на канаваном, пусть так и будет. Он до сих пор не понимает или скромничает, как стал человеком года в Кембридже, как библиографический институт в Северной Каролине включил его в энциклопедический сборник «5000 личностей мира», как стал почетным академиком Российской академии художеств. Ну, дали и дали. Мне, главное, вот дали мне. Токио, благодарность от вице-президента Российской академии. Вот это профессиональное соревнование. Это не public relation, вот эти все. Человек года – это public relation. Это культура, а вот это искусство. Вот токийская триеннале графики. Первая всесоюзная биеннале станковой графики подписана профессионалами, художниками, искусствоведами. Юрий Даниэль, доктор искусствоведения. Вице-президент Академии художеств СССР Дмитрий Спиридонович Бисти. Триеннале, всемирная триеннале графики в Шамальере. 10 номинаций. 58-летний Алимов 4-й становится. Мне предложили выставку там сделать с последующими шагами в сторону Лувра. Но я посмотрел на свои работы и сказал, недостоин. И я им наврал, что у меня работ нет, и отказался. У меня каталог, там 2 килограмма каталог вот такой вот, со всего мира. То есть я хочу о чем сказать. Я горжусь, рад не тому, что человек года или там месяца, а тому, что я в своей среде получил, среди художников. Это гамбургский счет называется. Среди своих я свой. Вот что хорошо, среди профессионалов, художников. Причина тому – невероятная скромность художника. Он не из тех, кто шокирует общественность своими поступками. Он просто делает дорогие душе афорты. Не любит похвалы. Уверен, есть художники куда лучше и сильнее. А ему просто повезло, не больше. К славе и похвалам нужно очень осторожно относиться. Лучше. Хотя мне ребята сказали, у тебя, говорит, какая-то жизненная позиция дурацкая. Самоутверждение через самоуничтожение. Ну, так ведь мы каждую минуту умираем все равно. Живя, мы умираем. Ну, так уж лучше так. Построже к себе относиться нужно. Тогда, может, и лучше будет. Среди наград медаль Франциска Скорины и медаль Белорусского союза художников, почетная грамота и премия губернатора Брестской области. Не обходится в творческой среде, конечно, и без зависти. Чем я горжусь? У меня качество хорошее. Я радуюсь за успехи других хороших художников. Я огорчаюсь, когда плохие работы выставляют. Я так огорчаюсь, потому что доступно очень все, понимаете? Это не очень хорошо. Самая большая гордость Льва Борисовича – Иван, Николай, Федор да Ксюша, внуки. Говорит, вот оно, самое большое достижение в жизни. Пожить бы еще немножко. И чтобы здоровы были внуки, мои дети, дочка, все, и друзья мои не болели бы. Чтобы это
знаете, наступает, хочешь, не хочешь, приходит пора любви и печали. Это так предназначено человеку, наверное. Человек рождается и уходит. Наступает время нам тлеть, как сказал мой товарищ, вот Мума, Саша Герасимов в Питере, художник, говорит: Лёва, нам тлеть, а им жить. Пожить бы еще немножко, так, и здоровья чуть побольше. У него хочется учиться. Трезво смотреть на многие вещи, видеть свои недостатки, не кичиться и жить по законам людей. А главное, жить так, чтобы ни о чем не жалеть и считать себя самым счастливым человеком.